Ради Хабиров посетил международный авиасалон «МАКС», который проходит в подмосковном Жуковском. Глава Башкортостана осмотрел павильон, который представила республика, и побывал на выставках крупнейших госкорпораций, продукцию для которых в том числе производят башкирские предприятия. Сегодня было подписано несколько соглашений. Так, республика получит для своих нужд первый модернизированный вертолет К-32А, а также вертолет «Ансат». Подробнее о втором дне авиасалона расскажет Артур Шамсудинов. Кумертауский вертолет К-32А, как одна из новинок МАКСа, под пристальным вниманием посетителей. Ничего удивительного в том, что многие так и норовят зайти в салон или обновленную стеклянную кабину пилота. Вот и глава республики Ради Хабиров не упустил возможность посидеть за штурвалом. Нет слов. Нет слов. Современная машина. Современная. Посмотрите, какой панель. Среди основных задач, которые способны выполнять винтокрылые машины в обновленной модификации, перевозка грузов и поисковые работы. На авиасалоне было заключено соглашение о поставке вертолета для нужд Госкомитета ПЧС. Ожидается, что он будет задействован в том числе в тушении лесных пожаров. Еще одним безусловным новшеством стала система пожаротушения, которая рассчитана на 4 тонны. Для того, чтобы заполнить ее водой, потребуется всего 60 секунд. Она может поливать как горизонтально, так и вертикально. Но благодаря системе обогрева ее можно использовать и в зимнее время при минусовых температурах. Это даст небольшую загрузку заводу, но покажет, на наш взгляд, другим регионам о том, что данные машины востребованы для тушения пожаров, спасания людей, оказания первой медицинской помощи, для участия в национальной программе по санавиации. Поэтому наша задача вместе с руководством республики, и Ради Харич это поддерживает, это загрузка предприятия. На авиасалоне подписали соглашение о передаче республике вертолета «Ансат», который станет вторым в парке санавиации. Одна из главных основных целей – это выполнение срочных санитарных заданий, но данный вертолет может работать и по другим видам авиационных работ. Международный авиасалон «МАКС» в этом году для Башкортостана действительно особенный. Республика не только презентовала одну из новинок, но и впервые представила собственный стенд, объединивший сразу несколько предприятий. Причем часть затрат на организацию павильона компенсировали из федерального бюджета. Нам удалось 30% федеральными средствами просубсидировать участие наших предприятий на «МАКСе». Ради Хабиров в ходе рабочего визита посетил все основные выставочные комплексы. В их числе, например, павильон технодинамики. В Башкортостане несколько предприятий относятся к этому концерну и производят различные агрегаты для военной и авиационной техники. В частности, наше предприятие «Молния» для сухого «Суперджет Нью» разработала и серийно освоила компоненты системы пожаротушения. Вместо американской системы Curtiss-Wright будет заменена где-то со следующего года, будет стоять российская система. Как отметил глава республики, практически нет такого самолета или вертолета, где бы не присутствовали комплектующие из Башкортостана. Вот, например, павильон объединенных двигателей строительной корпорации, выставившей десятки образцов своей продукции. Многие выполнены на уфимском предприятии УМПО, которое входит в состав корпорации. Они сегодня реализуют в широкой кооперации предприятий. И Уфимская моторостроительная участвует как минимум на 30-40% комплектации всех наших новых двигателей. И в частности, это и ПД-14, и вот ПД-8. А это как раз и будут самыми массовыми двигателями, которые будут производиться для гражданской авиации. На «МАКСе» продемонстрировали в воздухе серийный образец самолетов 5-го поколения Су-57, двигатель которого создавали в УМПО. Мы заводим производство беспилотных летательных аппаратов на площадку КУМАПО. И, наверное, в ближайшее время на инвестиционном часе мы этот процесс рассмотрим. Поэтому об этом вы более подробнее узнаете. Потому что все-таки мы хотим оседлать более серьезную тему беспилотных летательных аппаратов. Это, видимо, будущее в некотором смысле. По словам Ради Хабирова, перед республикой стоит задача войти в федеральную программу по развитию гражданской авиации, в том числе вертолетостроения. Участие в разработке новых моделей даст возможность загрузить кумертауского предприятия КУМАП на десятки лет вперед. И, возможно, в скором будущем Башкортостан вновь сможет привести на МАКС очередную новинку. Артур Шамсудинов и Роберт Давлетбердин. Новости. Московская область.